Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу гору Фудзи. Фудзи не просто гора, а настоящий символ Японии. Высота 3776 метров. Сегодня мы с вами посмотрим на нее со всех сторон, ну если погода позволит. У нас на это уйдет 2 дня, у вас минут 15-20. Ну что, погнали! Благодаря своему размеру и почти идеальной конической форме, Фудзияма издавна считается священным местом и источником вдохновения. А форма такая у горы, потому что это стратовулкан, который в последний раз извергался 300 лет назад. В этом видео мы полностью объедем вокруг горы и посетим много интересных мест. И начнем с юга, с префектуры Сидзуока. В интернете я увидел вот такие фотки и сразу решил «хочу». И нашел это место, зацените. Да, не так ярко, конечно, как на фотографиях, потому что, рисовое поле желтое, а не зеленое, горы такие вяленькие. Но главное же не это, главное именно проходящий Шинкансен, скоростной поезд, на фоне Фудзиямы, которую, слава богу, сегодня можно увидеть. Час назад мы проверяли, было очень облачно, ее вообще не было видно. И как только мы приехали, все нормально. Кстати, если вы хотите такие вот яркие фотки, как в интернете, да, то лучше приезжать не летом, потому что летом снежная шапка у горы меняется на черный вулканический пепел. То есть, так, не очень красиво. Идеальное время это конец апреля, начало мая. Но она очень стеснительная, я имею в виду гора. В мае особенно очень облачно. В общем, мы сделаем несколько фотографий и едем дальше. До следующего места мы добирались примерно час. Я же говорил, что Фудзи гора капризная. Вот уже немного спряталась за облаками, но мы тоже ее видели с вами. Вокруг нее очень много обзорных площадок, это понятно. Но вот это уникальное, потому что кроме самой Фудзиямы, здесь находится самый длинный пешеходный мост в Японии. Skywalk. Небесная прогулка, значит. Если верить вот этой штуке, длина его 400 метров. Ну что, пройдемся? Несмотря на то, что мост кажется устойчивым, на самом деле расшатывается довольно сильно иногда. За эту небесную прогулку с вас еще и денег спросят. А на той стороне есть всякие рестораны, не рестораны, в смысле такие кафешки, зоопарк маленький, контактный и всякие штуки для развлечений для экстремалов и не очень. Но мы не экстремалы, поэтому возвращаемся обратно и едем дальше. Продолжаем двигаться на восток и заезжаем в префектуру Канагава. Еще 20 минут на машине, и Фудзияму вообще не видно. Он там за облаками. Но мы сюда приехали не только на гору посмотреть, а увидеть сверху вот этот национальный парк, который называется Фудзи Хаконе Идзу. Наверное, самый популярный среди туристов.
потому что здесь инфраструктура хорошая, пейзажи классные, горячие источники, горные тропы, ну, Фудзияма, естественно, да и Токио рядом. В общем, классное место, правда, уже холодно. В общем, немного посмотрим и спустимся туда, к озеру, посмотрим вблизи. Озеро Аши образовалось в кратере когда-то существующего вулкана более 400 тысяч лет назад. На берегу озера находится известный храм Хаконе-Джиндзя, напротив которого в воде стоят такие ворота. Это уже третий плавающий торий, который мы с вами видели. Для сравнения можете посмотреть видео про остров Мияджима и ролик про озеро Бива. На другую сторону озера можно попасть по воде, что моя семья и сделала. Только не на этом красавце, а на таком вот катере. Это был последний рейс, мы торопились и перепутали причал. Так как я не мог оставить машину, поехал в объезд встречать своих. К сожалению, мы не успели посетить долину гейзеров Овакудани, где из-под земли валит пар, а в горячих источниках варят куриные яйца, отчего их скорлупа черного цвета. Так что нам пришлось прямиком двигаться к городу Гутемба, префектура Яманаси. Город находится у самого подножия Фудзиямы. Хоть мы не все планы сегодня выполнили, устали, хотим спать, но решили закончить этот день на красивой ноте. Посмотреть на иллюминацию в городе Готемба, в котором мы остановились. Самое главное, что уже Фудзияму мы увидели, так что галочку можно поставить. Настроение уже хорошее, неважно, какая погода будет завтра. Так что гуляем, наслаждаемся, вам показываем и идем спать. Классно, холодно, очень холодно, но согревает горячая еда. Так, если что, оператору еще 3 года. Вот так, я буду подстраиваться. В общем, меня очень сильно удивило. Держи так, держи так. Меня показывай. Очень удивило меня здесь большое количество иностранцев. Именно семей. То есть понятно, что кто-то работает, кто-то учится, но именно вот семей с детьми, много детей, коронавирус, то есть здесь люди живут. Так, все, камера упала. В общем, мы покушали, энергии запаслись, продолжаем гулять. Да-да-да-да.
Так закончился первый день нашей поездки. А так начался второй. Из города Готемба мы двинулись в сторону озера Яманака. По пути мы наткнулись на гоночную трассу Fuji Speedway. Тут проводились всего 4 гонки Формулы-1. 2 раза в 70-х и 2 раза в 2000-х. Основная трасса находится возле города Нагоя. Да, тут ее не очень хорошо видно, нужно было подлететь поближе и повыше. Летала Аня. Это ее первый самостоятельный полет, с чем ее давайте и поздравим. Ну что, до озера мы доехали, до одного из 5 озер. Тут 5 озерье, а вот первое называется Яманака. Виды офигенные. Мы когда проснулись, было облачно, даже тучно. Сейчас все отлично. А Ёшка даже сказала, что это пока лучший вид, который она видела. Аньке в школе дали задание на каникулы сфотографировать зиму, если где-то будет снег. Именно снег. У нас снега нету, мы сюда приехали, здесь тоже снега нету. Он говорит, ну слушайте, но на Фудзияме-то снега много, вроде как пойдет, так что вот, выполняет домашнее задание. Совсем рядом с озером находится Осино-Хакай, место, занесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Место туристическое, а значит шумное. Главная достопримечательность – 8 прудов с очень чистой водой. Очень чистой водой. Настолько, что кажется, будто рыбы не плавают, а летают. А все потому, что это талая вода, стекающая с Фудзиямы и других гор. Осино – это маленькая деревушка с несколькими строениями в старом стиле. То есть такой этномузей на открытом воздухе. Виды тут живописные, но туристов слишком много. Также тут много сувениров и разной вкусной уличной еды. Да, ну и вид на гору Фудзи тут тоже неплохой. А потом мы поехали в не менее шумное место. Мы в это место сегодня не пойдем, но не рассказать о нем я вам не мог. Фудзи-Q – парк аттракционов с видом на Фудзияму. Считается самое-самое. Ну, может быть. Мы были здесь в прошлом году, я стоял
час в очереди на одни только горки. Сюда надо приезжать на целый день с большой компанией. Тогда веселуха обеспечена. Слышите крик, да? Ай, как я к ним хочу, но нам пора в другое место. Эй, извозчик, может, поедем уже? Понятно. До следующего места при желании можно дойти пешком. Мы сейчас в том месте, ради которого, в принципе, наверное, и приехали. Но нас ждал облом. Вот это пагода Чурейто. Если вы хотя бы раз гуглили картинки Фудзиямы, то, скорее всего, ее видели. Только не с этой стороны, а с обратной. Но первый облом. То, что мы не можем туда сейчас подняться, идут ремонтные дороги. Ремонтные работы, конечно. Я уже просто столько поднимался, уже мозг не работает, устал. Фух. Почему поднимался? На горе это все дело. Ступенек очень много, да еще и с нашим водителем на руках. Вот. А еще один облом. Фудзияма, ну хоть и немножко в облаках, но не страшно. Еще видно, но солнце прямо над горой. И очень слепит. Но все равно настроение хорошее. Далее мы едем к озерам Кавагути и Сайко, чтобы насладиться видом Фудзиямы с севера. Кстати, мало того, что японцы сами никогда не говорят Фудзияма, так они и вас могут не понять. Они обычно называют гору либо просто Фудзи, либо Фудзи-сан. Сан и яма обозначаются одним и тем же иероглифом, который означает слово «гора». Но слово «сан» подчеркивает особый, священный статус горы. Ну а в конце мы отправились на запад и закатом любовались примерно в этом месте. А по дороге мы заметили этот странный парк с обледененными макетами старых домов. Красиво, но непонятно. Также мы проезжали мимо Аокигахара-Джукай, печально известного как лес самоубийц. Это вроде второе место в мире по количеству суицидов. Мы сейчас мчим к последнему месту. Почему мчим? Потому что уже закат, темнеет и можем не успеть. Так что если мы вам уже последнее место не покажем, все-таки хочу показать вам гору, во-первых, на закате, во-вторых, со всех сторон, а нам остался только восток. Нет, запад. Так вот так выглядит Фудзияма с запада. Все-таки не успели мы к водопаду Шираита, к которому так стремились, уже практически стемнело. Ну ничего страшного, и так много мест увидели. Спасибо моей семье, что они особо не бузили. То есть приходилось много останавливаться, особо не психовали, спасибо.
Вам спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось, конечно. Если нет, пишите, что не понравилось. Хотя я думаю, ну как тут может не понравиться, да? Посмотрите, какая красота. Спасибо погоде, что тоже особо не выпендривалась. Вот. Ну а на этом все. А пока, как говорится, пока.